Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики. Также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Иностранцы смогут заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Перечень участников СВО, имеющих право на статус ветерана боевых действий, расширили. Президент подписал закон, по которому гражданские, командированные в зону СВО, получают право на статус ветерана боевых действий. Для этого нужно иметь заслуги в службе, отработать в новых регионах не менее полугода, либо иметь уважительную причину, по которой их откомандировали до этого срока. Также на статус теперь могут претендовать сотрудники МЧС, которые занимаются разминированием территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Владимир Путин утвердил порядок признания документов украинского образца на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документы, выданные Украиной жителям этих регионов с соблюдением местного законодательства, признают действительными. Те, что были выданы после присоединения новых регионов к России, недействительными. Рассмотрением имеющихся у юридических и физических лиц документов на недвижимость займутся специальные региональные комиссии. Они будут работать до 1 января 2028 года. С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии. Августовское повышение выплат работающим связано с ежегодным перерасчетом пенсии с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, начисленных за 2024 год. Повышенная сумма будет выплачиваться ежемесячно, заявление подавать не нужно. Как пояснил кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, поскольку за работающих пенсионеров работодатели продолжают уплачивать страховые взносы, их пенсионное обеспечение растет. Перерасчет всегда делают в августе, но повышение выплат ограничено только 3 индивидуальными пенсионными коэффициентами, а стоимость одного составляет 145 рублей 69 копеек. С 1 сентября запретят снижать премии более чем на 20% от зарплаты. С 1 сентября 2025 года максимальное сокращение премии не сможет превышать 20% от ежемесячного заработка сотрудника. Сейчас многие работодатели делят зарплату таким образом, что сотрудник может получать 20 тысяч рублей в качестве оклада, а 80 в качестве премии. При такой системе в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 тысяч рублей. Кроме того, если в компании премирование регулируется коллективным договором, теперь в нем нужно четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты. Профсоюзы поддерживают такие изменения в Трудовом кодексе. Четкие правила премирования сделают систему более прозрачной. Законопроект, которым работников защитят от необоснованного снижения премий в случае дисциплинарного взыскания, был принят во втором и третьем чтениях в конце мая. Согласно документу, при установлении систем премирования в трудовых договорах и локальных актах работодатель должен прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, а также учитывать качество и продолжительность труда и наличие дисциплинарных взысканий. Закон ограничивает снижение премий за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель может уменьшить премию только за тот период, когда было наложено взыскание, и только по премиям, начисленным за этот же период. При этом работодатель по-прежнему имеет право применять дисциплинарные меры, замечания, выговор или увольнение, но запрещается использовать их как основание для произвольного снижения всех выплат, включая премии за выполнение платных услуг. Владимир Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде. Несообщение гражданинам сведений о переезде на новое место пребывания, неподтвержденная регистрация, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место, неподтвержденная регистрация влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Новый закон вступил в силу с 7 июля. В начале июля закон повышения штрафа за несообщение о военкомат о смене места жительства был одобрен Советом Федерации. В конце июня Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях. Летом 2023 года правительство одобрило изменения, позволяющие россиянам дистанционно обновлять сведения в реестре военнообязанных через портал Госуслуги.
Аэропорт Геленджика сделал официальное заявление об открытии. Геленджикский аэропорт вновь начал функционировать 10 июля после снятия ранее действовавших ограничений на осуществление полетов. Такое решение приняло Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация». Генеральный директор аэропорта Иван Таранченко подчеркнул, что специалисты предварительно провели комплексную подготовку воздушной гавани к приему рейсов. Обслуживание всех рейсов и пассажиров осуществляется в новом терминале аэропорта. По словам Таранченко, запуск этого комплекса стал значимым событием, к которому коллектив долгое время готовился и которого с нетерпением ожидал. В аэропорте уточнили, что первый регулярный рейс после возобновления работы запланирован на 18 июля. Его выполнит авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва-Геленджик. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Москва-Геленджик. Минимальная стоимость билета составляет 17 тысяч рублей. Прямое авиасообщение между столицей и Геленджиком будет осуществляться на воздушных суднах «Аэробус А320». После первого рейса, намеченного на 18 июля, следующие вылеты состоятся 20 и 23 июля. С 25 июля перелеты по этому направлению станут ежедневными. Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации в 2026 году. Российские власти готовятся ужесточить правила семейной ипотеки. Уже в январе-марте 2026 года может вступить в силу запрет на оформление жилищного кредита по этой программе вне региона официальной регистрации заемщика, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если запрет введут, тысячи семей лишатся возможности переехать в другой регион, купив жилье в кредит на льготных условиях, считает опрошенный газетой.ру эксперт. В то же время инициатива может спровоцировать попытки обойти запрет, а цены на жилье снижаться не будут. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июне заявила, что в 2024 году более половины всех займов по семейной ипотеке пришлись на Москву, Санкт-Петербург и прилегающие области, тогда как свыше 40% заемщиков проживают в других регионах. Матвиенко предложила ввести для получателей льготной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки, а также в течение 5 лет после приобретения жилья по ипотеке установить обязанность не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости. Валентина Матвиенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать механизмы работы программы, чтобы исключить ее использование в инвестиционных целях. По мнению спикера Совфеда, господдержка должна оставаться адресной и помогать именно тем семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий в своем регионе. В Минфин России поступило предложение Валентины Матвиенко по усовершенствованию льготной ипотеки. Минфин согласен, что льготная ипотека в первую очередь должна помогать тем, кто в ней больше всего нуждается. Не секрет, что льготные программы зачастую стали использовать для покупки квартиры в инвестиционных целях. Наиболее часто такие квартиры покупают в других регионах, поэтому необходимо выработать механизм, который ограничит возможность покупки недвижимости в инвестиционных целях, но при этом не будет ограничивать тех граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион. В случае, если данные предложения согласует правительство, будут внесены соответствующие изменения, пояснили в пресс-службе Минфина России. Законопроект о запрете оформления ипотеки не по региону регистрации планируется внести в Госдуму до конца текущей сессии в течение ближайшего месяца, заявил 9 июля глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, решение может вступить в силу уже в начале 2026 года. По данным Дома РФ, за 2024 год 91% всех ипотечных кредитов оформлено на покупку жилья в регионе проживания. Показатель устойчив в последние 5 лет. В то же время в другом регионе купили жилье только 9% всех заемщиков, и 7% собираются переехать туда для постоянного проживания. Новые правила направления в командировке с 1 сентября. Новые правила направления работников служебной командировки в России позволят возмещать расходы без официального разрешения руководителя, увеличить список трат на возмещение и упростить проверку отчетных документов. Соответствующее положение вступает в силу с 1 сентября этого года. Оно будет распространяться как на командировки по территории Российской Федерации, так и на поездки за границу. Изменился подход к возмещению
командировочных расходов. Если раньше требовалось официальное разрешение, теперь достаточно уведомления руководителя. Отдельно уточнены условия компенсации в случаях, когда сотрудник ежедневно возвращается домой из места командировки. Решение будет приниматься с учетом целесообразности таких поездок. Кроме того, документ расширяет список возмещаемых затрат для командировок за границу. Теперь расходы на оформление загранпаспорта, виз, обязательной медицинской страховки, консульские, аэродромные, транзитные сборы и другие обязательные платежи должны быть компенсированы. В новом положении о служебных командировках введено понятие «проездной документ», под которым теперь официально принимаются билеты, путевые листы, чеки, квитанции и иные бумаги, которые сотрудник обязан приложить к служебной записке. Ранее такие подтверждения также требовались, но теперь перечень и термин закреплены нормативно. Это упростит проверку и сделает требования к отчетности более прозрачными. 35 новых жизненных ситуаций появится на портале госуслуг до конца этого года. Приоритетные сервисы жизненной ситуации утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новые жизненные ситуации станут доступны на портале госуслуг в течение года. Найти их можно будет в каталоге цифровых сервисов «Жизненная ситуация». Это сервисы для решения таких вопросов, как планирование и рождение ребенка, оформление опеки и попечительства, организация детского досуга, забота о домашних питомцах, поступление в колледж и другие. Список жизненных ситуаций сформирован на основе обратной связи от граждан, результатов анализа качества оказания услуг, а также исследований, которые проводятся в лабораториях пользовательского тестирования услуг. Сервисы «Жизненная ситуация» — это новый этап эволюции оказания государственных услуг. Когда-то люди стояли в очередях в разных ведомствах, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через одно окно в МФЦ с бумажными заявлениями и на госуслуги через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1500. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяют их по принципу «жизненная ситуация». Граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте. На федеральном уровне сервисы «Жизненная ситуация» для граждан и бизнеса внедряются с 2023 года. Сейчас их реализовано 35. С федеральными сервисами «Жизненной ситуации», которые запланированы к запуску до конца 2025 года, их уже будет 70. Прокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. При этом первоочередно поручено рассмотреть пересечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов. Как отметили в ведомстве, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, нацеленные на восстановление и соблюдение прав граждан. Общественный резонанс вызвало повышение платежей в этой сфере с 1 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют публикации в СМИ и жалобы граждан по этой теме. В связи с этим в Генпрокуратуре подчеркнули, что в некоторых регионах наблюдаются завышенные платежи по счетам за коммунальное обслуживание, несмотря на среднюю по стране индексацию в размере 11,9%. В Коми семьи с детьми-инвалидами смогут получить единовременную выплату вместо бесплатного земельного участка. Коми расширят льготную категорию граждан, имеющих право получить единовременную денежную выплату вместо предоставляемого государством бесплатного земельного участка. Проект правок в региональное законодательство размещен на интернет-портале общественных обсуждений нормативных актов Республики Коми и их проектов. В срок до 16 июля каждый желающий может оставить отзыв и прокомментировать законодательную инициативу. Проект предполагает включить в льготную категорию семьи и родителей, имеющих детей с инвалидностью. В пояснительной записке к проекту указано, что на 1 апреля 2025 года на получение бесплатного земельного участка состоят 66 граждан категории инвалиды 1 и 2 групп, а также граждане, имеющих инвалидов. В случае дополнения льготных категорий граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, также планируется сократить льготную очередь на участки. Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических последствий и создаст условия для эффективного регулирования земельных отношений.
В Инте выявили факт незаконного получения социальных пособий на детей. Сотрудники ОМВД России Интинский выявили факт мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений или путем умолчания о фактах, влекущих их прекращение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 40-летняя женщина совершила хищение средств в виде пособия на детей в размере 100% величины прожиточного минимума в северно-природной климатической зоне Республики Коми. Полицейские выяснили, что подозреваемая имеет постоянное место жительства в южном регионе России. Прописку в Инте и заявление в региональный отдел Социального фонда России она оформила дистанционно. Мать с детьми никогда не посещала заполярный город, однако ежемесячно получала повышенную денежную поддержку с учетом северного районного коэффициента, влекущего увеличения выплат. Ущерб бюджету составил свыше 500 тысяч рублей. Злоумышленница задержана, получены признательные показания. В отношении женщины следователем ОМВД России Интинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. МВД по Республике Коми предупреждает об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных или недостоверных сведений, а также умолчание о фактах, влияющих на порядок и объемы социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Кто имеет право на возмещение расходов за проезд по линии соцзащиты? Органами социальной защиты населения осуществляется возмещение, компенсация расходов на проезд. Это таким группам лиц, как первое – инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам, а также сопровождающим инвалидам первой группы и детей-инвалидов при наличии медицинских показаний к месту лечения, обследования и обратно. Второе – инвалидам, а также детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям в процедуре программного гемодиализа и перитонеального диализа. Третье – лицам, страдающим онкологическими заболеваниями. Четвертое – лицам, больным туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза. Пятое. Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, проживающим в труднодоступных местностях, к месту диспансерного наблюдения в медицинские организации Республики Коми. Шестое. Беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях, в медицинские организации Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь в период беременности и родов к месту консультации, родоразрешения и обратно. Также семьям, признанным многодетным, предоставляется компенсация расходов на оплату транспортных услуг по перевозке личных легковых автомобилей железнодорожным транспортом по маршруту Инта, Сосногорск и обратно. С января 2025 года граждане, проходившие лечение, обследование в онкодиспансерах Республики Коми, могут обратиться за возмещением расходов на 4 поездки в год. По данному вопросу можно обратиться в соцзащиту по адресу Куратова, 66, в кабинеты 107 или по номерам телефонов 3 23 41 или номер телефона 3 14 11. Кто и как может получить льготные лекарства? Да, существует несколько категорий пациентов, которые могут получать льготные лекарственные препараты. Но первая категория – это так называемые федеральные льготники, которые получают лекарства по программе обязательного лекарственного обеспечения. Да? Это люди, которые имеют право на получение бесплатных лекарств по 178 федеральному закону. Перечень там как бы тоже не маленький, но основные категории туда входят. Это инвалиды войны, участники войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды. Ну, то есть это вот основные категории. Эти пациенты просто обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.
Обеспечиваются они по рецептам, выписанным врачом. Список препаратов, которые подлежат бесплатной выдаче, они регулируются постановлением правительства, которое, регулирует список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Он обновляется ежегодно. Со списком можно ознакомиться на нашем сайте Интинской ЦРБ, а также у нас в поликлинике. То есть те, кто интересуется, могут обратиться и ознакомиться с этим списком препаратов. Вторая часть льготников, которые имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение, это уже люди, которые обеспечиваются за счет региональных средств, то есть региональные льготники. Здесь действует постановление 890 правительства Российской Федерации. Это тоже участники войны, и ветераны боевых действий, и лица, которые пострадали в Чернобыле, сюда относятся. Также инвалиды относятся, первой группы и второй неработающие, дети-инвалиды, а также просто дети до 3 лет. И, пациенты, имеющие определенные заболевания. Перечень этих заболеваний, он тоже перечислен в этом постановлении. Но скажу самые основные, те, которые наиболее у нас распространены, и больше пациентов получают льготы по этому заболеванию. Это прежде всего онкологические заболевания и сахарный диабет. Люди, которые имеют эти заболевания, должны стоять на диспансерном учете у врача, и они обеспечиваются лекарственными препаратами в полном объеме, то есть всеми необходимыми препаратами для лечения любых заболеваний, которые имеются у этих пациентов. Но также туда входят другие заболевания в этот список, например, бронхиальная астма, некоторые психические заболевания, ревматологические заболевания, неврологические, но там уже список препаратов, он ограничен, то есть там выписываются бесплатно только те препараты, которые используются для лечения именно этого заболевания. Следующая у нас категория льготников, она достаточно немногочисленна, это пациенты, входящие в группу 14 высокозатратных нозологий, то есть это довольно редкие заболевания, которые обеспечиваются буквально индивидуально. То есть это могут быть и заболевания крови, заболевания тоже онкологические, заболевания нервной системы. То есть там под каждого пациента выделяются препараты. Следующая, группа заболеваний, которые тоже попадают под льготную категорию граждан, это у нас действует приказ сейчас 37Н Минздрава Российской Федерации по пациентам, которые перенесли острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. Если они перенесли операцию на сердце по аортокоронарному шунтированию или стентированию сосудов сердца, по радиочастотной абляции. Такие пациенты имеют право на получение бесплатных лекарственных препаратов в течение 2 лет после перенесенных этих сосудистых событий. Для этого тоже нужно состоять на учете у врача. Ну и сейчас последняя здесь категория, это федеральный проект по лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. То есть люди, которым показано лечение, назначает это лечение врач-инфекционист в республиканской больнице, они обеспечиваются бесплатно препаратами противовирусными на курс лечения. Для того, чтобы получить бесплатный препарат лекарственный, необходимо прежде всего обратиться к врачу в поликлинику, потому что по всем заболеваниям с этими льготами нужно состоять все-таки на учете у врача, либо терапевта, либо специалиста, и врач выписывает льготный рецепт, с которым пациент обращается в нашу аптеку ГУП-ГАРК номер 114, и ему там выдают лекарственный препарат. Рецепты у нас выписываются чаще всего на срок до 2 месяцев, потому что закупка лекарственных препаратов производится на определенный период, и для того, чтобы обеспечить всех этими препаратами, необходимо такое регулирование. В некоторых, конечно, случаях можно выписать и до 3 месяцев, если пациенты куда-то выезжают на длительный период.
но и вообще получающие лечение люди, они должны все-таки наблюдаться врачами, да, то есть как минимум 2 раза в год осматриваться врачом, у которого он состоит на диспансерном учете, для того, чтобы смотреть необходимость дальнейшего лечения этими препаратами, необходимость коррекции дозировки. И в настоящее время все лекарства, они выписываются только после осмотра врача. Потому что если раньше где-то можно было это сделать и без осмотра, то сейчас без осмотра врача, записи в нашей единой медицинской системе мы не можем выписать лекарственный препарат. Поэтому нужно планировать все заранее. То есть если вы являетесь льготником и знаете, что лекарственные средства у вас закончатся через 2 недели, то надо заранее записаться на прием к врачу. Какой порядок прохождения техосмотра маломерных судов? Проще говоря, это ТО, да, техническое свидетельство маломерных судов проводится практически сюда раз в 5 лет, действительно. Но есть еще первичные свидетельства, когда покупаете новый мотор или новую лодку, да, они приходят с документами, техническая документация, нужна, естественно, там все документы. Но самое простое решение – изначально прийти в ГИМС, Индийский инспекторский участок, проконсультироваться, чтобы потом не было лишних телодвижений, как говорится. Да. Можно подавать через ЕПГУ, можете подавать документы, но если, когда вы уже уверены во всем, можете идти через ЕПГУ. Но я еще лучше у нас проконсультироваться, потому что изначально в каждом регионе или в каждом ГИМС есть отдельные правила, которые могут немного изменяться, мало ли что. А так, естественно, нужен паспорт, нужен документ, удостоверяющий личность, техническая документация. Нужна там, если ранее она уже проходила ТО, значит, нужно, естественно, писать то заявление, приходить, значит, предоставлять судовой билет ранее выданный. Ну, по возможности, там тоже не особо требуется, конечно, но мы должны удостовериться, что это действительно вы, и что, например, маломерное судно и двигатель принадлежат именно вам. Тогда вы приходите, я еще раз, лучше проконсультироваться, прийти и подавать. А так, если новая она. Если, например, вы вносите изменения конструктивности лодки, да, или модернизируете ее, поэтому нужно проходить каждый раз после этой модернизации, реконструкции. Также, если у вас лодка самодельная, сами делали, да, то нужна техническая и конструкторская документация. Поэтому на основании всех документов начинаем проводить ТО. ТО обычно мы назначаем сами, определенное время приезжаем, у нас есть специальный прибор, газоанализатор, есть еще некоторые приборы, но обычно мы их используем уже во время рейдов. И этим прибором мы уже измеряем содержание СО вашего двигателя, подходит, не подходит. Дальше, зачем нужно освидетельство проводить, мы должны удостовериться в том, что эта лодка, маломерное судно, безопасно, и прежде всего безопасно. То есть, чтобы не было течи, там мы проверяем, сверяем все номера, документация, какие есть, смотрим, мощность двигателя соответствует или не соответствует, потому что они на разных маломерных судах, они все разные идут. Поэтому полностью проверяем комплектацию судна, потому что мы можем ее, в принципе, не проверять, но мы заранее сюда проверяем только по одной простой причине, чтобы я в следующий раз вас не наказал на реке. Потому что штрафы раньше были маленькие, а на сегодняшний день они от 5 до 10 тысяч штрафа, если вы не пройдете освидетельствование. Значит, соответствуют и номера на лодке, и, естественно, все оборудование, которое установлено там. Там список уже люди хорошо знают, в принципе. Все-таки интернет работает, и там есть полный перечень, что нужно иметь. Поэтому мы за безопасность, поэтому проводим чисто в этих целях. Если мы не проведем ТО, на воде нельзя появляться людям вообще просто-напросто. Штрафы большие, согласитесь. Для оформления обращаются можно как в письменном, так и через ЕПГУ в письменном виде. Это у нас непосредственно в ГИМС. Или мы иногда приезжаем в деревню, там люди, у многих вообще просто нету возможности такой. Было в прошлом году так. Тут тоже зависит от многих ситуаций. И там писали они заявление. Заявление, что чем хуже писать, чем обращаться в ЕПГУ. Это там любая ошибка, любая помарка, и ты пишешь все заново. У нас это запрещено. Ни потертости, ни исправления, все это помарки и так далее. Поэтому проще в ЕПГУ. Но самое главное, лучше проконсультироваться. Это самый лучший вопрос. Мы никогда не отказываем, всегда принимаем. Учитывается ли участие в СВО в пенсионном стаже?
Период участия в СВО учитывается в пенсионном стаже в двойном размере – день за 2. То есть за год боец получает 2 года страхового стажа. Это касается мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, бойцам начисляют повышенные пенсионные баллы – 3,6 за год. Проверить накопленный коэффициент и трудовой стаж можно на госуслугах в разделе «Документы, работа и пенсия, пенсионные накопления». Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!